Начало зимы в Мирном снова стало головной болью для коммунальщиков. Городские дороги, занесенные снегом, превратились в полосу препятствий для автолюбителей. И это при том, что обильные снегопады еще впереди. Кто и как пытается очистить городские дороги, узнал Руслан Фаткулин. Редкие кадры. Снегоуборочная техника стоит в очереди под погрузку. Такого скопления грейдеров, грузовиков и погрузчиков мирнинцы не видели давно. За последние дни редкий автолюбитель не вспоминал крепким словцом коммунальщиков, преодолевая снежные брустверы на дорогах. Причина их неудовлетворительного состояния, как обычно, проста. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик», которое выиграло тендер на проведение этих работ, не справляется с объемами. Проблемы те же, что и прошлой зимой. Недостаточное финансирование, отсутствие новой техники и людей. Поэтому убрать снег с улиц вновь было решено, что называется, всем миром. Было принято решение комплексно провести очистку, в результате чего в настоящий момент мы видим, как автотехника Мирнинского ГОКа, МУАДа и дочернего предприятия ОМПЖХ организовывает данную работу. Также привлечена и сторонняя техника от коммунальщика. Коммунальные службы города и Алроса объединяют свои усилия уже не первый раз. Например, летом этого года также комплексно проводилась уборка несанкционированных свалок. Одному структурному подразделению сегодня попросту не справиться с такими объемами. Решить проблему могла бы здоровая конкуренция между специализированными предприятиями по выигрышу тендера. Но кроме МУП «Коммунальщик» сегодня на рынке таких нет. Вопрос существует, то есть не может одно подразделение иметь достаточно большое количество техники, чтобы производить массовую такую очистку, в связи с чем комплексные работы позволяют достичь более эффективного результата. Но простых автовладельцев мало волнуют вопросы финансирования и проведения закупочных процедур. Им гораздо важнее нормальное техническое состояние их личного авто и безопасность езды по очищенным городским дорогам. Очевидно, что акционерная компания не может оказывать подобного рода помощь на постоянной основе. Поэтому вопрос о привлечении подрядчика, который выполнял бы свои обязанности на 100%, остается пока открытым.